Смотри, какой у меня для тебя подарочек, Олимпия. Пусти меня. Когда же ты меня оставишь в покое? Пандора, дитя мое, как дела? Ты рада видеть свою маму? А я уже знаю, что ты была в полиции. Ты можешь быть спокойна, она была паинькой. Поздравь ее. Да? Надеюсь, она держала язык за зубами ради отца и этого ничтожества, своего бывшего парня. Давай, Пандарита, расскажи маме о твоем самопожертвовании ради нее. Я ничего не сказала, правда? Да. Так что не делай ничего плохого ни Йорде, ни моему отцу. Это я тебе гарантирую. Твоя дочь только что сказала Хуану Анхелю, что взяла на себя вину за смерть своего дяди. Ты правда сделала это, Пандарита? Как хорошо, доченька, как хорошо. Это лучшее, что тебе пришло в голову в твоей ничтожной и никчемной жизни. Потому что если вдруг обнаружат, что Луис Филиппе был убит, в тюрьму посадят тебя. Я не убивала дядю, это ложь. Я его не толкала. Молчи, молчи. Раз я говорю, что это сделала ты, значит сделала. И не противоречь мне. Это блестящая идея. Наша дурочка убила своего дядю. И это так подействовало на нее, что она обвинила свою собственную мать. Не делайте этого, пожалуйста. Я так сказала, чтобы полиция отстала от меня и чтобы не подозревали Олимпию. Но меня не могут посадить за то, в чем я не виновата. Ну и что, Пандора? Это же не в первый и не в последний раз, родная. И потом, зачем тебе свобода? С твоей-то бездарной жизнью. Ты ничтожество, Пандора Эмилия. Полное ничтожество. Нет, нет, пусти меня. Не убивай меня, пожалуйста. Если ты не скажешь, что убила Луиса Филиппе, знаешь, что я сделаю? Убью полицейского, а заодно и твоего отца-кретина. У тебя просто нет выбора. Никакого.